Врачи говорили, что успела прыгнуть в последний вагон. Все нормально будет, сказали. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта старинная русская пословица в полной мере описывает ситуацию Пятимат Исраиловой. 2 недели назад ей удалили злокачественное образование. В больницу попала после падения. Операцию провели, не теряя времени, а главное – успешно. После операции сказали начальная стадия, я не вникала, потому что я не хотела вникать. Такие страхи были, но меня здесь успокоили, лечение проводит нормально. Облучение идет нормально. Таких пациентов в региональном онкодиспансере немало. Коварная болезнь не щадит никого. При обнаружении рака у многих просто опускаются руки. Но отступать досрочно вовсе не выход. Об этом в очередной раз напоминают врачи за круглым столом в день борьбы с раком. Уже ставшая традиционная конференция. Сегодня ее посетил рио председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Вы знаете, как глава республики много уделяет внимания именно здравоохранению. Вы знаете, какие вещи и оборудование закуплено по национальным проектам в последнее время. И буквально вот на прошлой неделе у нас был решен вопрос еще о выделению достаточно денежных средств для приобретения уникального оборудования медицинского для нашей республики. У вас рак. Каждый год в кабинете врача эти слова слышат больше полумиллиона россиян. Каждый третий диагноз удается поставить на ранней стадии, когда шанс победить болезнь больше 90%. Именно на онкологическую настороженность в основном и направлена работа медиков в последнее время. Это сейчас основной вектор, который задан у всех абсолютно врачей и средних медицинских работников во всех учреждениях. И мы только что говорили о том, что онконастороженность и то, что смотровые кабинеты, и обходы, и выезды, все это нацелено на именно предупреждение и просветительскую работу. Мы очень активно этим занимаемся и придаем этому направлению одно из самых главных значений. Главное в работе онкологов – быстро, квалифицированно и качественно оказать медицинскую помощь пациентам. Но важнее этого, как отмечают на конференции, вовремя выявить болезнь. В 40% случаев при диагностировании бывают ошибки. Рак находят там, где его нет, или наоборот, упускают злокачественную опухоль. Чтобы минимизировать такие ситуации, начиная с этого года по всей стране будут развивать направление врач общей практики. Чем отличается специалист от врача? Специалист знает болезнь или одного органа, или одной системы. А врач знает больного, личность, человека знает. Надо знать, вот как подход должен быть. Вот это я отстаиваю и выработал вот его интегральный диагноз. Если условия содержания, это не так и сложно. Человек в течение 15-20 минут, изучая именно его морфологические признаки, расспросил кое-что, за это время может точно 70-80% точно сказать, что было, что есть и что будет. В полную мощь республиканский онкологический диспансер заработал 2 года назад. С момента запуска здесь уже проведено более 1000 операций различной степени тяжести. И это не предел. Врачи серьезно намерены снизить число заболеваний в регионе. Медучреждение принимает одновременно сразу 100 пациентов в смену. Полный цикл обследования и лечения по многим локализациям пройти. В этом году мы дополнительно в рамках нацпроекта будем приобретать аппарат магнитно-резонансной томографии. На сегодня мы пользуемся услугами республиканской больницы и перинатального центра. В онкодиспансер за помощью, профилактикой и лечением обращаются не только жители республики. Здесь принимают и пациентов из других регионов. Помогает в этом передовое оборудование, отделение химиотерапии, онкохирургии, паллиативной помощи, а также отделение лучевой диагностики и терапии, цитологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Все это, как следствие, сотни спасенных жизней. В рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» онкологические центры, онкологические учреждения медицинские получают большое количество оборудования, получают новые схемы лечения. Также выделяются достаточные средства для приобретения онкологических препаратов. Это дорогостоящие препараты, которые ранее не были доступны. В этом году программа «Борьба с онкологическим заболеванием» продолжается в рамках нацпроекта. И еще выделены дополнительные денежные средства для дооснащения и переоснащения онкологических центров.
Благодаря возможностям республиканского онкодиспансера пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания получают шанс прожить еще не один год. Жардат Хулухоева, Ахмед Парчиев, Новости 24.